66 лет исполнилось со дня организации вневедомственной охраны. Сегодня эта служба является одной из самых технически оснащенных в структуре Росгвардии. Александр Зубехин расскажет подробнее. Семену Ивановичу 96. Он ветеран внутренних дел. Начинал свой путь руководителем в трудное для страны время. Тогда после смерти Сталина многих осужденных выпустили из колоний. Страшно тогда то было, почти до война. Каждую ночь убийство, ограбление. С этим мы боролись. За 25 лет службы на объектах, которые охраняли подчиненные Семена Ивановича, краж допущено не было. Тогда и сейчас, считает Колтовский, человек, который пришел на службу во вневедомственную охрану, должен обладать главными качествами. Люди должны в органах прийти. Никакой корыстных села. Не рада одежда, не чисто кристальный, честный человек. Преданно служить стране, в которой мы родились, которая наша страна, у нас коль загибает. С 2016 года вневедомственная охрана является структурным подразделением войск Национальной гвардии России. Ее основные задачи – охрана имущества и объектов, пресечение совершаемых в отношении них правонарушений и преступлений. Охрана осуществляется путем оперативного реагирования на сигнал пожарно-охранной и тревожной сигнализации. Тревога. Здесь всплывает вот здесь адрес, где сработало, что сработало. И после поступления сигнала по районам направляем автопатруль группы задержания по рации. Сегодня сотрудники вневедомственной охраны используют современную аппаратуру и экипировку. При несении службы сотрудники группы задержания экипируются бронежилетом второго класса защиты и бронешлемом второго класса защиты. А также у каждого сотрудника имеется табельное оружие, пистолет Макарова 9-мм. При применении оружия снимается с предохранителя, досылается патронник и производится выстрел. В целях поддержания уровня боевой готовности сотрудника на постоянной основе проводятся занятия на силу, на выносливость, также занятия по боевым приемам самбо. По огневой подготовке проводятся на регулярной основе, на постоянной основе занятия из пистолета Макарова и также занятия по применению огнестрельного оружия автомат Калашникова. В своей работе сотрудники вневедомственной охраны используют и вот такие автоматы Калашников, которые применяются для поражения целей на дальних расстояниях. Поэтому сотрудники должны уметь пользоваться и этим видом оружия. На сегодняшний день вневедомственная охрана Якутии охраняет 6000 объектов различной формы собственности. Занимает второе место в России по Дальнему Востоку. Входит в 20-ку лучших подразделений Российской Федерации. Идет наращивание группировки по всей республике. Хотел бы поздравить всех коллег, ветеранов нашей службы с нашим профессиональным праздником, пожелать успехов, здоровья, удачи. Вопреки все, что происходит вокруг нашей службы и нашей республики в целом, по Российской Федерации у нас все хорошо и будет еще лучше. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск.